Ассаляму алейкум, хайрлы шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Майя Бута в эфире, в рамках которого мы обсуждаем основные новости и события сегодняшнего дня. Давайте подключим к нашему эфиру сейчас журналиста Романа Спиридонова. Он с нами на прямой связи из Ньюзрума и готов рассказать об основных новостях, которые готовят вечерние выпуски «Заман». Рома, приветствую. Мы слушаем тебя. Нет, видимо, у нас связи с Романом Спиридоновым, нашим журналистом. Мы попробуем еще раз его связать к нам в эфир. Есть ли... Мы в наших информационных выпусках будем рассказывать о таких темах. И главное из них, это, конечно же, касается оккупированного Крыма, то, что там происходит, и как это связано с событиями и как на материке, так и во всем мире. И вот одна из новостей, о которых мы будем говорить сегодня. Национальному лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву оккупанты продлили запрет на въезд в Россию и оккупированный ею Крым до 2034 года. Об этом стало известно во время так называемого суда над Мустафой Джемилевым, который проходит в оккупированном Армянске. На заседании озвучили ответ так называемого Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом российской ФСБ. Из него стало известно, что запрет на въезд был принят еще 5 марта 2019 года сроком на 15 лет до 1 марта 2034 года. Россия запретила Джемилеву въезд в Крым после оккупации полуострова в 2014 году, но срок действия того запрета истек еще в апреле 19-го. И, как стало известно, лидер крымско-татарского народа сообщил, что обратится в Европейский суд по правам человека в связи с продлением этого запрета. Суд в Гамбурге признал виновным в нарушении санкций ЕС 41-летнего предпринимателя. Его фирма нелегально экспортировала в Россию металлообрабатывающие станки, пригодные для производства ракет. Еще один фигурант дела был приговорен к 2 годам условно по обвинению в пособничестве нелегальным продажам. Фирма должна заплатить государству почти 8 миллионов евро. Это прибыль от нелегальных сделок. Кроме того, осужденный за пособничество должен перечислить государству все вознаграждение, которое он получил. Это 184 тысячи евро. И выполнить еще и дополнительный штраф в размере 150 тысяч евро. Судьи сочли доказанным, что глава фирмы неоднократно, около 7 раз, с 15 по 18 годы нарушал санкции ЕС в отношении российского руководства, введенные после оккупации Крыма за оккупацию полуострова. Украина передала ЕС список лиц, ответственных за нарушение прав человека во время на оккупированном Крыму. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В МИДе ожидают введения этих санкций уже в этом году и ожидают, что это будет новый глобальный механизм, поскольку нарушение прав человека в оккупированном Крыму носит системный характер, как отметил министр иностранных дел. Подробнее об этом мы тоже расскажем в наших выпусках. Коронавирус в оккупированном Крыму продолжает забирать жизни. Там за последние сутки зарегистрировали 68 новых случаев COVID-19, а 9 человек умерло. Тем временем оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов 1 марта снял ряд ограничений, связанных с коронавирусом. Теперь на полуострове можно проводить свадьбы в ресторанах, а в залы кинотеатров стали уже пускать больше зрителей. Кроме того, отменен запрет на гастроли и концерты. И вот с приходом тепла российские гастролеры, уже артисты, потянулись на юг, в том числе и в оккупированный Крым, нарушая украинское законодательство, незаконно пересекая закрытую границу Украины с Россией, тем самым подвергая жителей полуострова риску заразиться на массовых сборах во время своих концертов. В оккупированном Крыму и обновили данные по состоянию крымских водохранилищах. По-прежнему критическая ситуация остается в Симферопольском и Загорском водохранилищах. Эти водохранилища уже пресекли так называемый мертвый объем. В них воды уже фактически не осталось. А осадки, которые были этой зимой, и снег, который обильно выпал в феврале, ситуацию не исправил.
Вот о таких новостях мы будем говорить сегодня в наших выпусках в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсом. Спасибо, Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей. Ну а я хочу обсудить сейчас с нашим гостем Олександром Морозовим, науковим співробітником Центру Бориса Немцова з вивчення Росії. Він з Праги з нами зараз на прямом зв'язку. Пане Александр, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Сегодня появилось такое информационное сообщение, что США в мае могут ввести новые санкции в отношении участников строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Неда Прайса. Информируют источники. По его словам, санкционный список организаций, помогающих России в завершении строительства газопровода по дну Балтийского моря, могут быть внесены новые участники. Официальный представитель дипломатического ведомства допустил такую возможность, отвечая на вопрос журналиста о намерениях Белого дома по Северному потоку-2. Многие эксперты, аналитики говорят о том, что Джо Байден будет более гибкими в этих вопросах и попытается каким-то образом договориться с Германией. Как вы думаете, какая все же будет позиция Байдена по Северному потоку? Достроит ли его или нет? Ну, мне кажется, что, во-первых, надо сказать, что даже если поток будет достроен, он не войдет в эксплуатацию. По-моему, это уже очевидно даже тем, кто находится в Кремле. А почему? Раскройте. Вот, может, нашим зрителям не очевидно. Потому что восстанавливается, ну, во-первых, это связано с позицией Джо Байдена, который довольно отчетливо сделал заявление о том, что он собирается восстановить такое как бы североатлантическое единство в целом, восстановить отношения с Германией, которые были несколько ухудшены при президенте Трампе. И он собирается вообще построить какую-то новую такую дугу демократии, что ли, да, из стран сильной демократии. Как это вытекает из того, что он сказал в Мюнхене. Кроме всего прочего, он очень ясно показал целой серии заявлений о том, что его позиция в отношении Путина будет последовательной, очень четкой и достаточно такой активной. Почему? Потому что, во-первых, он сразу сделал заявление, во-первых, о том, что санкции в отношении России должны быть расширены в целом. Во-первых, в связи как бы вот с текущей ситуацией, с Навальным и с отравлением, что важно подчеркнуть, с химическим оружием. Эта тема остается, и об этом прямо было сказано, что дается срок России, Кремлю для того, чтобы найти какой-то ответ. Второй момент – это Крым. Совершенно ясно Байден сказал, что Крым украинский, это мы помним и будем действовать таким образом. И в этом смысле я считаю, что борьба за Северный поток, как вот мне представляется, она вот находится в финальной фазе. Если даже, как я и сказал, он будет достроен, то разрешение на то, чтобы он эксплуатировался, вот здесь уже будет ситуация, при которой даже Германия может сказать, что мы не начинаем этого процесса. И Евросоюз в целом, и все те страны, которые в разные периоды поддержали распределение газа, да, по территории Европы от этого потока, они займут консолидированную позицию в рамках Евросоюза в связи с санкциями в целом в отношении Кремля, с новым пакетом санкций, который в 2021 году разворачивается. А что означает для России и для «Газпрома» «Северный поток-2»? Насколько я понимаю, для «Газпрома» это абсолютно невыгодный проект. Да, совершенно верно. Для «Газпрома», ну, понятно, что «Газпром» вообще компания, которая находится в не очень хорошем положении, с огромными убытками, на фоне остальных российских корпораций, скажем так, в тяжелом довольно положении, но при этом «Северный поток» действительно не является какой-то ни для «Газпрома», ни даже для самого Путина, на мой взгляд, какой-то настолько существенным приоритетом, чтобы за него вести такую борьбу, долгую и утомительную еще борьбу дальше. То есть, иначе говоря, если «Северный поток» будет остановлен, да, это будет означать дальнейшее обострение отношений Кремля с Германией.
Ну, насколько я могу судить, Германия готова к этому. В сентябре будут выборы в Бундестаг. Значит, мы видим хорошо голоса тех, кто, скорее всего, займет какие-то ключевые позиции в Бундестаге и в правительстве Германии после выборов. Это люди, которые понимают хорошо, что североатлантическое единство должно быть восстановлено, и что в этом смысле слова Северный поток должен быть остановлен в результате. Если говорить о политике Байдена по отношению к Украине, во время своей предвыборной кампании он неоднократно подчеркивал, что приоритетом для него во внешней политике будет поддержка Украине в вопросе противодействия с агрессором, в данном случае с Россией. Как вы думаете, вот в чем конкретно будет проявляться эта поддержка? Какой помощи стоит ожидать сегодня от Байдена Украине? Это непростой вопрос. Почему? Потому что Байден только начал. Да? Мы знаем, хорошо понимаем, что Байден и его администрация состоит из людей, хорошо знающих ситуацию в Восточной Европе. Поскольку они все работали в Восточной Европе, сам Байден имеет историю как бы в своей собственной деятельности на территории Восточной Европы в разные периоды, и когда он был главой комитета в Сенате по международным делам и позднее. Одним словом, у них есть ясное представление. Это первое, гораздо более ясное. Второй момент важный, что Байден, конечно, если он собирается действительно восстанавливать это такое единство демократий, если это ценностный момент, то это означает, что страны, которые находятся в Восточной и Центральной Европе, они будут заново как-то рассматриваться в американской политике как партнеры. Это для Украины довольно важный момент, мне кажется, потому что режим благоприятствования будет со стороны США более определенный, и Украина может рассчитывать на большую политическую поддержку. Но при этом надо сказать, что есть несколько сложных моментов. Первый, развалился Минский формат. Это фундаментальный момент. И, конечно, не ясно совершенно, что будет дальше. И надо сказать, что хотя Украина в последний, может быть, год отчетливо это фиксировало, что Минский формат кончился. Но если это осознает для себя и Владимир Путин, то это будет довольно опасная ситуация, потому что не только Украина со своей стороны может действовать в направлении пересмотра Минских соглашений, но отказ со стороны Кремля создаст новую напряженность в регионе, это очевидно. И что будет, тут очень трудно сказать. И какая будет роль США? Сейчас мы этого еще не знаем. Вы знаете, в Украине сейчас инициировали платформу по деоккупации полуострова, и в августе месяце должен состояться саммит, куда сейчас приглашают очень много лидеров цивилизованных стран, наше Министерство иностранных дел Украины. И вот недавно лидер крымтатарского народа Мустафа Джемилев допустил, что Жозеф Байден может приехать на эту платформу. Стоит ли на это рассчитывать, как думаете? В любом случае, это очень хорошая идея. Даже если Джозеф Байден сам не приедет, возможно, тогда госсекретарь или другая ключевая фигура американской администрации. Поскольку сама по себе идея Крымской платформы, на мой взгляд, это очень плодотворная идея. Почему? Потому что она позволяет в таком режиме, в длинном режиме поддерживать внимание к проблеме Крыма на дипломатическом уровне. И посмотрим, что будет, потому что после этой крымской платформы, во-первых, это довольно болезненно для Кремля, несомненно. Он будет реагировать. И видно сейчас, что Кремль вообще очень болезненно сразу начал реагировать на заявление новой администрации в США. Это хорошо видно. Стоит такой, можно сказать, вой по этому поводу. И уже Кремль уже как бы говорит о том, что по отношению к нам, то есть к Кремлю, там уже политика сдерживания, новая политика Байдена. В этом смысле слова такие шаги, как Крымская платформа и такая консолидация, конечно, это очень важно, и у этого будут последствия. Пане Олександре, вот что еще вас хотела спросить. Конечно же, санкции против России от Запада – это все хорошо, но вот многие аналитики говорят, что режим, который есть в России, он может рухнуть только при
внутриполитических изменений в самой Российской Федерации. Протесты и так далее. Вы как думаете, действительно ли это так? Да, я думаю, что это так. Мне кажется, что правы те, кто считает, что многие политологи и эксперты, наблюдая режимы санкций, конечно, знают, что от самих санкций политические режимы не падают. И санкции важны, потому что они показывают неприемлемость каких-то действий правительства для международного сообщества. Этот символический жест важен, потому что, когда санкции введены, это позволяет отдельным правительствам на них ориентироваться. Это гораздо легче им делать тогда, если есть такой глобальный режим. Но санкциями дело, конечно, не может исчерпаться ни в коем случае. Поэтому, во-первых, возможно, для дальнейшей судьбы режима Путина имеет значение, во-первых, конечно, недовольство внутри страны. А надо сказать, что путинский режим вошел в новую фазу. Теперь это такой авторитаризм, такая диктатура, которую трудно прогнозировать. Почему? Потому что когда есть хотя бы какое-то гражданское общество, а сейчас в России оно полностью раздавлено, но когда оно есть, то можно говорить как бы о реформировании или о каких-то попытках реформирования. Когда произошла такая зачистка, как сейчас, то можно сказать только одно, что в какой-то момент это рванет, то есть будет какой-то социальный взрыв. Но когда, какой и кто в нем будет участвовать, совершенно невозможно надежно прогнозировать. А по-вашему, отравление Алексея Навального, арест, срок, который ему вынесли, это не является вот тем триггером, тем спусковым крючком, спусковым механизмом, который бы вот уже начал вот эти процессы изменения внутри самой России? Если не обольщаться сильно, то надо сказать так, что отравление Навального, конечно, потрясло гораздо более широкие круги в России, чем политическую оппозицию. Мы это хорошо видим. То есть история с Навальным затронула такие сердца, которые раньше, вообще говоря, не очень реагировали на какие-то формы жестокости режима или какие-то противоправные действия с его стороны, нарушение прав человека. Здесь явно видна новая солидарность. Но какое оно дальше получит развитие, мы пока этого не знаем, потому что поддерживать долго в отношении самого Навального внимание к нему, как известно, в медиа это трудно, и общество тоже не может долго удерживать. Но история с Навальным, безусловно, является очень важной. Она, скорее всего, войдет в политическую историю России, действительно, как тот триггер, который начал новый процесс внутри страны. Это так, да. А что думаете будет с Навальным? Вот каков ваш прогноз? Он отсидит свои 3,5, если я не ошибаюсь, года, как свои 10 когда-то отсидел Ходорковский, или же, как говорят многие аналитики, ему будут продлевать срок как минимум до следующих президентских выборов. Что будет? Да, я бы сказал, что вероятность того, что он выйдет на свободу по истечении срока, не очень велика, потому что все же ситуация такова: Путин его должен выпускать либо каким-то образом высылая за границу насильственно, уже как Ходорковского, но это пока этот сценарий не видим. Либо Кремль должен допустить его на выборы, когда он выйдет, потому что что он должен, как он должен жить? То есть не его самого, пусть хорошо, но его структуру. Ну а что это меняет в России, если выборы все равно фальсифицируются? Это меняет, безусловно, потому что выборы фальсифицируются, но политологи хорошо знают, что в авторитарных режимах действительно на выборах нельзя победить, но политическая дестабилизация и кризис всегда связаны с ситуацией выборов. Или референдума, неважно, диктатор объявляет референдум или он объявляет какие-то выборы и позволяет, пусть даже лояльной оппозиции, во главе с каким-то харизматиком выйти на выборы. И здесь, возможно, очень опасная, большая политическая такая новая ситуация с непредсказуемым результатом. Поэтому выборы важны в этом смысле. Спасибо вам большое. У нас Александр Морозов был с нами на прямой связи, науковий співробітник Центру Бориса Немцова з вивчення
России из Праги. Мен ise сайгыл arkadaşlar Kırım Tatar tiline geçmege isteyim. Bu bölükni aslında biz Kırım Tatar tilinde alıp baramız ama işte başlaganımızdan çeşit meselelerinde Rus tilinde laf etmege mecbur kaldık ama endi Kırım Tatar tilinde yayınımızına devam edeyik. Ama en evvela saygıl arkadaşlar işte muzakere edeceğimiz haberlerge geçmezden evvel men böyle bir hayırlavda dep aytacağım ve ilanda bulunmaga isteyim. Bugün sizin de bildiğinizge ko'ra ATR teлеканалы mında көчкенден beri ne yazık ki birçok problemler ile karşılaşa ve sonki 2 yıl içerisinde bizde böyle çok büyük bir mali problemler yüz beri. Şu sebepten bizlerge destek etkenlerinin miqdarı çok. Hem maddi hem manevi şekilde biz herkeske teşekkürlerimizni bildiremiz. Hususan ATR teлеканалының her daim yanında olgan ve bizlerge destek etken Şerife Hanım'a şimdi teşekkürlerini bildirmege isteyim. Şerife Hanım Çalaş ATR teлеканалына her daim yardım ve destek etedi ve bugün onun doğan günü o bizge çok yardımlarda her daim destek sözlerinde çok büyük bir maddi ve manevi destekte bulungan edi. Şerife Hanım'a büyük teşekkürlerini bildiremiz. Men öz adımdan şahsen ATR teлеканалы adından ATR teлеканалының idareciligi adından Şerife Hanım'ны doğan günü ile hayırlamaga isteyim. Allah sizlerge uzun ömürler bersin, sağlık bersin ve inşallah işgal etilgen Kırım işgalden kurtulgandan sonra işte Kırım'ны azat şekilde görmege hizmetler etsin. Hem sizge hem bizlerge herkeske da bir kere hayırlı yaşlar dep aytamiz. Öz adımdan ve ATR teлеканалының adından bizlerge destek etkeniz için büyük teşekkürler. Çok sağ olunuz. Men ise haberlerge geçmege isteyim. Malum olgаны gibi saygılar arkadaşlar işte Tunev'in böyle siyasi mabuslarını azat etuf degen böyle yanır bir platforma tuzilgan edi ve bu platformaga sabık siyasi mabuslar kirdi. Onların miqdari men yanlışmasam 16. Yani bu platformaga kirgenlerinin miqdari 16. Onlardan biri Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizin muavini İlmiyaga Umerov. O bizle şimdi canlı bağda ve onu selamlamaga hazırmız. İlmiyaga selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Şükür, yaxşı. İlmiyaga, tarif etiniz lütfen bizlerge bu platforma hakkında. Demek bu platforma neye uğraşacak, hangi maksat ve vazifelerini o'zingizning o günde şimdi koyasınız? Bu platforma birkaç vakit evvel teşkil etmege hareket başladı. Birkaç tane siyasi mabuslar. Uların arasında Ahtem Çigoz. Men koşuldum. Son bir toplaşuda özüm için karar aldım çıkmaga bu platformaga kirmemege. Çünkü uğraşacak meselelerini anlamagandayın oldum. Anlamadım gerçek aytsam. Uların bir vaxtdagi hazırlagan bir zaявленияда, beyanatda yazdılar, uğraşacağımız tek azat etmek meselesinden. Men dedim, öyle olmaz. Siyasetle uğraşmak gerek. Men de buna şaştım açıkçası. Kırım'ı deokupasiya yapmak gerek. Şimdi Kırım'ın azat etmeyip Donetsk, Donbass'ın agresörden boşatmayıp nasıl mülkün siyasetle uğraşmağa sanki bizim elimizde onun kilidi. Kilidi Putin'in elinde. Putin yazıklar olsun ama buna bu cedveller hazırlayan vakitte hem Ukrayna'nın cedvelini hem Rusya'nın cedvelini onlar yazaydılar. Onların desteklemegen adı olsa o adam çıkmaydı. Kimin isteseler verirler, istemese vermiyorlar. Kısa aytacağım, Putin'in kolunda o meselenin kilidi. Onun için tek onunla uğraşmak
Demek bir şey yapmamak. Demek son değiştirdiler. Ben çıkıp gittim. Buna bu press konferensiyaga geldim. Bilmeyeyim siz kulak astınızım yokum. 16 adamın arasında benim soyadım yok. Ya mına şimdi yani siz şimdi çıkan durumda bulunasınız. Fakt olarak 17 adam şimdi. 17 ben koşuldum. Çünkü ular gerçekten de o beyanatını değiştirdiler. Ve şimdi yazılan beyanatlarında doğru şeyler yazdılar. Ana öyle bir vakiya işte. Aslında men özüm işte bu birinci beyanatını eşitkenim ve okuganim vakit biraz şaştım ve hatta bizim yayınımızga işte Mikola Samına koşuldu diğer siyasi mabuslar ve men onlardan da soradım ya siz nasıl etip işte siyasi mabuslarının azat etülüvünün bir taraftan uğraşıp siyasetke kırışmayacaksınız. Zaten bu siyasi adı zaten siyasi mabus ya. Demek ki onlarını siyasi cihetten mahkemeye işte ettiler ve siyasi cihetten hapishaneye taşladılar. Yani böyle mantıksız hakikatinde mana geldi ve eğer şimdi sizin aytkanınız gibi değiştirgen olsalar bu beyanatını bu güzel. Ama daha bir kere sormak istedim. Yani siz şimdi anda kırmıyorsunuz mu ya da kırıyorsunuz? Kennedy. Kırdım. Kırdınız yani. Yaxşı. Ben o press konferansiyada söz alıp ayttım bele oldu. Siz belemen kolay ola bu işler. Siyasi mabusların teşkilatını teşkil etmek kolay iş değil ekan. Onun için men özüm için şimdi karar aldım. Bu ağalar kardeşlerle beraber olmağa. Ya İlmi ağa, yaxşı. Beyanatta doğru işte sizin aytkanınız bu markerlerini çizdiler. Bороться за деоккупацию. Yani bularını endi yazdılar. Восстановление территориальной целостности. Yaxşı. Yazdılar. Yazdılar, yaxşı. Ama Kennedy siz aytasınız ki ne yazık ki siyasi mabuslarını azat etuvlüv meselesi Kreml'nin kolunda, şahsen Putin'in kolunda. Nasıl bu platformanın çalışmalarını görüyorsunuz? Yani kimle ittifakdaşlıkta bulunacaksınız? Bu meselelerine nasıl şekilde uğraşacaksınız? Kimge tesir etmeye tırışacaksınız? Misal olarak sizin ve Ahtem Ağaçigoz'un azat etülüvü Erdoğan'ın yardımı ile olgan edi. Belki Türkiye'nin ittifakdaşlık kurmak böyle hareketlerinde bulunacaksınız. Ben bilmeyeyim, şimdi böyle bir fantaziyaların seslendireyim ama sizden de öğrenmek istiyorum. Bu fantaziyalar yaxşı fantaziyalar. Doğru düşünüyorsun sen. Gerçekten de uğraşmak gerek hem Ukrayna içinde siyasetçilerinin, yolbaşçılarının, siyasi partiyalarının hem başka devletlerinin de iş tutmak gerek. Bunun arasında elbette Türkiye birinci sıralarda, Litvanya, Latvia, Estonya, Polşa birinci sıralarda, son Müslüman devletlerinin çok imkan olmaz elbette bu siyasi mabuslarında ama yazışmağa ve özümüzün endi bir şeyler görgen insanların adından mektuplar yazsak, beyanatlar yapsak, belki bir merasimler ötküzsek son tek fayda olur. Sonda şunu soramağa istedim. Bu siyasi mabuslarının korantalarına yardım destek krema bu platformanın içerisine benim bilgenime göre siz işgal etilgen teritoriyalara integrasiya nazirliginde bu siyasi mabuslar meselesi boyunca komitette, doğru mu komitette aza olup bulunasınız işte siyasi mabuslarının korantalarına ve ilahri yardım meseleleri maddi, manevi bilmem akkorçalayıcılarla işbirlik ve ilahri bu meseleler koterilecek mi ya da bu ayrı faaliyet? Yok, ayrı değil. Hepsi bir siyasetin içinde. Anda ayırdı yazılganını aklımda yok galiba, görmedim. Ama Rusça aytkanda само собой разумеется.
Evet, siyasi mabuslarının uğraşkan teşkilat, ballarının da uğraşar, korantalarının da uğraşar. Ve daha çok başka meseleler de var. Ortada onların da uğraşar. İlmi ağa, sizin malumatlarınızga göre şimdi siyasi mabuslarımızı azat etuf ya da ne kadar yanlış olsa da ama bu değiştiruf gibi planlar şimdi var mı? Yani bu mesele nasıl şimdi seviyede tura? Müzakere ediliyor mu? Belki de hükümette bununla ilgili faaliyetler alıp barıla. Belki sizin malumatlarınız vardır. Çünkü biz sonki vakitlara bununla bağlı bir şey eşitmeyimiz. Siz eşitmeseniz demek aktif şekilde yok. Ben de eşitmeyeyim. Sonki vakti Zelenskiy o'zini pozitsiyasini açık doğrultmaga başlagan dayın kelemaga. Siz onu her vakit tenkit etediniz ama sonki yapkan hareketlerini beğenesiz? Beğenim. Ama korkam bir gün daha değiştirir. Çünkü öz fikrini kolay değiştirgen adam ana o 3 tane kanalın toxtatkanı, Kolomoyski'ye sanksiyalar başlanğanı ben belesem o bardır bu tarihin içinde. Ukrayna'nın prezidenti ile bardır. Beğenem diyecek edim, hem ayttım. Ama diğer taraftan da ATR telekanalının ne yazık ki problemleri çözülmeye kala. Yani mali meseleler çözülmeye kala. Biz endi yayınlarımızda böyle haberlerini müzakere etsek de kene de Saif ATR marafonu çerçevesinde ötkerle umut etemiz bu meseleye de dikkat ayırır. Çünkü daha ne Zelenskiy'den ne onun ofisinden hiçbir reaksiya gelmedi. Akılınızda olsa bir 2-3 yıl evvel mağa Litvaniyada bir unvan bergen ediler. За заслуги перед Литвой деген bir orden. Akılımda. Men şu ordenin sahibi olarak bir mektup yolladım. ATR hakkında. Kimge? Litva'nın prezidentine. Litva prezidenti. Hükümet başlığına ve Seyim deputatlarına. Hiç olmaganda bir-iki meseleni, bir-iki statiy расходов özlerine alsalar, bizge mında kolayca olur edi. ATR telekanalda işte müracaat etti ama men bunu bilmiyordum. İlmi ağa sizin böyle bir mektup yollağınızdan. Onun için sizlerge büyük teşekkürler bildiremiz. Çok sağ olun İlmi ağa bizge yardım etip böyle şekilde onlarga da müracaat etkeniz için ATR telekanalı için. Hem de bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için de sağ olunuz İlmi ağa. Eyliklerde görüşkence. Siz de çalışıp durunuz. Koruyuk sizlerin. Yıkılıp gitmeyin. Mutlaka. Yani biz ne vakit yıkıldık ki şimdi yıkılacağımız. Yok olup gitmeyin dedim. İnşallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun İlmi ağa. Yok olmamız mı? Biz bar olganca, siz bar olganca bu imkansız aslında. Halk bar olganca bu imkansız. İlmi Umerov, Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizin muavini bizle canlı bağdaydı. Şimdi ise yayınımızga siyasi mabus Server Ağa Mustafayev'nin babası, Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Rustem Ağa Mustafayev bağlanar. Rustem ağa, selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Şükür Allah'a, yaxşı akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Cümlemizge hayırlı olsun. Rustem ağa, bu işte 2 günden beri laf etemiz. Mında Ukrayna kıtasında siyasi mabuslarının azat etülüğü için platforma tızıldı. Bunun ile bağlı fikirleriniz, hisleriniz, duygularınız neden ibaret? Sual yaxşı, ancak men başka жерде жакырмын, o baştan başlayayım. Menimcesine bu ballar çıkarmak meselesi boyunca
tek Ukrayna'nın özünde değil, Ukrayna'ya mutlaka prezidentki müracaat etmek gerek. Benim cesine bir sualim var. Bu prezidentten Kongres iştirakçıları, Milli Meclis iştirakçıları görüştüler konkretno o adamdan, başkandan ya da tek yazılı şekilde. ATR meselesi boyunca mı aytasız? Eşitmeşti herkes. ATR meselesi boyunca görüşüp hakkında sorasınız mı? ATR meselesi boyunca da, mahbuslarımız boyunca da. Yani menin bilgenime göre sonki vakitlarda böyle bir resmi görüşüp bizim liderlerimizden Zelenskiy olmadı. İşte sonki kere men yanlışmasam 18 Mayıs günü, geçken sene 18 Mayıs günü ötkerilgen edi böyle görüşüp. Bundan sonra resmi görüşüp olacağı hakkında birçok kereler malumatlar algan edik. Fakat menin bilgenime göre yanlışmaga isteyemeyim da böyle resmi görüşüp olmadı. Yani mutlaka görüşüp olmasa bir peridaşağımızda eşitken edik, yaxşı teklif düşken edi. Zakazını mektup yazıp, tileklerimizin yazıp, cemaatin, Müslüman, Kırım Tatarların tileklerini soratıp, yazı şekilde, zakazını mektup şekilde jibermege, cevap almağa. Nas derecede onlarda vapşe bakılan bu, bakılmayın, kulakasalarım, kulakasmaylarım. Endi o bizge evet, biz özümüzde yazabilirdik. Bundan o mektuplar çıkmayacak, o bilirsiniz hepiniz. Endi ATR boyunca, ATR o'zi bir tane Kırım Tatar kanalı var. Men endi para meselesi için değil, bunu Ukrayna prezidenti düşünmek gerek ya da onların ministerleri düşünmek gerek. Ministerstvo Связи düşünmek gerek. Ministerstvo СМИ düşünmek gerek bu şeyler. Bir tane o'zi olgan bir kanal var. Menda Kırım'da olgan bütün kartlar, yaşlar, kanal bu Kırım Tatar kanalı arkalı bir bahçemiz var. Kichkene olsa da kichkene bağımız var bu. Şoşunçuk endi bir tane umudumuzda olan şeyimizin de yok etsek, men bilmeyim, az bu kimge aysa gerek bu, Kırım'da aysa kaytarıp oturma da gerekmeyse, şay kala bu şeyge. Doğru. Bizler hepimiz ona gelmek oturamız. Kartlar da herkes yanlıklar başlayacak olsa her bir şey toktay, başta onlar baklar. Bu kanal boyunca. İkinciden mahbuslarımız boyunca. Men endi özüm oğlum içinde tek özü değil, bütün mahbusların adından, onların Koran'da soysup, umumen Kırım halkı adından, Kırım'dan herkesten. Çünkü hep bir şeyde konuşturamız. De cenazede, de mahkemelerde, her vakit konuşturamız. Herkesin ağzında bağlı. Naz olacak, naz bakılacak. Çünkü koronavirüs anda çıkmak meselesi olmasa, yine Kiev'de hepsi hükümetler, mutlaka Müslüman hükümetler, son bizim taraftar hükümetler, bizim vatandaşlar olgan hükümetlerin temsilcileri var, konsoloslular. Onlardan konuşup, bu yaktan da onlar da Zelenskiy olsun, Putin'ge olsun, farkı yok. Hepsi ayakta tursalar ya da başkaca oraya da barıp yemeğe çık yasak her yerde karantin. No yazı şekilde, telegramma şekilde boş varlarını koyup onların da bir celp etmeye bakmak gerek. Bir 5-6 hükümetten iş görmek değil. Bütün dünyasında Kırım Tatarı var deyip her vakit herkes ayta. Avustralya'da bile beşti. Umut etemiz bu ATR meselesi etrafında. Onlar özlerinin başkanlarına ayrıca özleri mektup yazsınlar. Her taraflarına basılsa men dersem yaramay olmaz ya da. Evet, Kuzi. Daha bir sualim var, daha bir aytacak şeyim var, Hasara için aytacak olam. Bizler mende bir vakitleri, men oğlum da daha var, çoklar edik, 40 adam edik. Cümlemiz var edi öyle, azizler degen. Allah rahmet eylesin, İdris Ağa Aslan'ın başlık etiydi. Onun yardımcısı var edi, Nuri Efendi muftimiz edi bir vakitleri. Ondan başka 40 adam edi. Bunlar gelgense o idarede yok oldu. Bizler registrasyonu yapmadılar. Şundan kalıp gitti. Biz o meseleden, Kansaray meselesine pek çok iş alıp baraydık. Bütün bundan ögünü olgan müdüründen de görüştüreydik. Bu müdürden de görüştüreydik. Endi bu müdürge de kıramayık, bir şey sorap olamayık. Yasak ettiler. Gözümüzden görüp oturamız. Men prosta tengeştirme isteyim. Zınkıl medreseni yapkanda Türkler, vatandaşlarımız yardım etip onlar yaptılar.
bir taşını nacarevat etip algan ediler. Bütün resimlerini çıkarıp, öyle bir kontrol var edi onların tarafından, чтобы реставрация деген söz соответствовала реставрации. Boşunçuk perestroyka. Bütün dünyadan nege keleler mında? Şu eskiden kalgan şeyini görmek için keleler. Ona bugün современныйларга коробкаларга oşatıp koysalar, ana binalar hepsi bir şekilde olgandan, onu kızığı da kalmayacak, insanlar da келмейecek mında. Bunlar yapacağı şu. Мына Рустем аға, алло. Sağ olunuz hakikaten çok mühim teklifler hem de seslendirdiniz hem ATR teлеканалы ile bağlı hem de umumen halkımızın geleceği ile bağlı. Ben umut etem ATR teлеканалы meselesinde elbette ki Milli Meclis olmak üzere bunun yanında işte bizim idarecilikimiz ve ilahire bu mesele etrafında birçok işler alıp bara ve umut etem ki bu mesele çözülür. Ben bu siyasi mabuslar platformasına kaytacak olsam çünkü çok vaktimiz yoktur. Ne yazık ki laf etmege istedim bu platformanı, yani siyasi mabus'un babası olarak nasıl kabul etesiniz? Duygularınız, hisleriniz neden ibaret ve ne gerek? Yani sizge yani nasıl bir yardımlı destekni Ukrayna'dan ve bu platformadan şimdi bekleyesiz? Birincisi azadlık bekleyik. Birincisi. Cümle mabuslarınız azat olganların, üge kaytkanlarını bekleyik birinciden. Yedinciden, bunu soğa artı, bugün bunların jibelip de yarın bir daha jiştirip başlasalar, ana şonu toktatmak gerek. Çünkü endiminde tek akayların dögül, tek kartların dögül, endi apaylarga çevrilir. Yarın bir gün belki mende doğan balalarını da sırası başka yakka jiberilir. Bu turuşta olsa. Самое основное, bütün mahbuslarımızdan ATR kanalına, bütün Milli Meclis'e, herkesge, Kırım halkına çoktan çok balaban selamlar. Onlar da bana biz yakında advokatlar barıp geldi. Yakın vakitte yanılıklar eşitmedik biz onlardan. Bana advokatlar 4-5 adama kırıp çıktılar. Bek balaban onların adından selamlar getirdiler. Sizge aytalar. Hem onlar da bek tarskalar boş için. Nasıl olup da ATR kanalı yapılacak. Bu abmen meselesi toktap kaldı. Bütün bu meyitkan kötergen sıvarlar, hepsinin haberleri var. Onlar da meraklanıp oturalar, düşünüp oturalar. Niçin böyle şekilde otura boşuyor? Ama platformanı sorarsanız, platformaga evet mutlaka da taraftarlarını çoklaştırmak gerek. Çünkü teraziyenin bir şeklinde pek basıp oturar. Ana onda tutmak gerek. Benimcesine. Server ağa Mustafaev'nin bağınız var mı? Mektuplar kele mi? Koruşesiniz mi? Niyakta ayta bizlerge bir mesajları var mı? Çünkü bizlerden erdayım selam söyleniz. Prigovordan beri konuşkenimiz yok. Hepsi svidanyeler yasak. Ayda bir kere telefon arkalı bir kere laf verirler 15 dakika. Ana şu bağımız olgan bak şu. Ne gazetleri var, ne televizörleri var. Hepsi birer, men 8 işte. Onu aytsam, 7'si de 2,5 kvadratный metr kameralarda oturarlar. Ana olgan şey bu. Bilgenimiz bu. Ne televizör var, ne холодильник var, ne bergen aşımızın saklap bolalar. Andaki bergen aşıların özünüz eşit oturasız, aytasız. Erva, küflü peçeteden çıkadan olgan tuşonka beber. Ana olgan şey. Çok sağ olunuz Rüstem ağa. Bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için umut etemiz ki bu sonki yapılgan şimdi teşebbüsler hem siyasi mabuslarımızın azat etilmesi boyunca teşebbüs hem Kırım platforması ve ilahri onlar hakikaten de sözde kalmaz da böyle semereli şekilde çalışır da siyasi mabuslarımızın azat etilmesine, Kırım meselesinin çözülmesine böyle bir yol. Allah yardımından Allah yardımlaşında tez vakitte boşa üge kaytkanlarını bekleyin. Artıda bir daha üge kaytargan son başkalarını toplamasalar bolaydı. Şondan da şu da var. Çok sağ olun. O şeyden laf etmek gerek olarak konuştuk. Evet. Çok sağ olun Rüstem ağa. Rüstem Mustafaev. Çok sağ olun.
Сервер Мустафаев, Кырым-Татар милли әрекет иштиракчысы саяси мобю Сервер Мустафаевның бабасы бізле жанлы бағдайды. Сайғылар қадашлар, мен сене язықке бұл болекіні екулнемек мечбуриятындем, фақат сіз АТР телеканалының яйнынан айрылмаңыз, чүнке бір қашта қадан сонра сіздерні заман информацион программасы сон кеви ең мерақлы қаберлерлі қаршылай жақтыр. Сонра біз бұл студияға қайтып, о қаберлерінің, музакерлерінің, мұсафірлеріміз лелафетмеге девам етежекміз. АТР олмыз көршкенше.